занят был, разговаривал, и так краем уха иногда просто слышал, что у нас за тема. Какая у нас тема сегодня? Там с исламом, там ЧДП, да? Или у нас сегодня политический эфир? Смешанный. Александр, говори, что там за проблема у тебя была в Казахстане? Как там ты говоришь, в Волге? Не, я с Украины. Я просто говорю, что такая мразь есть, Азамат. Он пропагандирует русский мир. И он как заноза всем казахам и украинцам. Он великий блогер. И он против свободного Казахстана и Украины. Тянет русский мир, как сказать. Это плохо и Казахстану, и Чечне, и Украине будет, что объединяться русский мир за это. Что не будет русского мира, будет хорошо Казахстану, и Украине, и Чечне будет хорошо. За это говорю, что он... Сейчас на секунду выключу микрофон. Да, в Казахстане тоже, оказывается, среди казахов много подружских таких. Но если не чухаются, не начнут свое там нормальное государство создавать, если Россия там проиграет, ну она, я думаю, проиграет в Украине, они за них возьмутся. Армяне, они в первую очередь стоят у них. İbrahim, хуичта дирхан, он. И Хазария, яц. Царь дипломатические отношения, что налаживают дружеские, жидкий бац, перцани, верхушка ж там не иудейство принять мои не цари. Сега халк вела гуацу язден киев датсон, что те яздешь там подписываешь. Вок да лязен дук. Инсон перевод целый, вок да имя было уже. Вок да вольмется язден, вок да вольмется язден, я хаз да вок да вольмется. Хорошо, Ибраим. Короче, занятый. Никто kan освободиться дальше, я даже подсказать, и да, он sa тебя кончание, жутко шхатта церковь. Рунические письменности евразийские. Собственно, с чего начиналось здесь он в этой книжке выявил начертание знаков
провел анализ системы. Ростове, да, ученый, историк. Выделил то, что потом можно было назвать буквами. Но вот ничего не читалось. Теперь это удалось Это с помощью каких языков? прочитать. Абсолютное большинство надписей, где-то примерно 95% осетинские. Это осетинские. Осетинские надписи и оставшиеся, но надписи этим же самым письмом, с тем же самым значением букв. Нахские, даже не нахские, а точнее вайнахские. То есть в то время еще не распался чеченский и ингушский язык. Ну, только начинало распадаться эти две общности. А бацбийский язык? Базбийский уже отделился. Базбийский это уже раньше средневековье. всех, да. Там отражается именно фонетика, которую мы видим в чеченском и ингушском языке. И некоторые небольшие надписи, одна даже довольно большая, они написаны на майнакском. Причем в части случаев у нас есть даже очень почти что двуязычная надпись. Ну вот, например. Это двуязычные имеется в виду? Ну вот здесь вот нарисовано. Это нахское написано, да? Здесь написано «лув ниваг». Ниваг по-осетински значит рисунок, а лув – это нахская косуля. И вот она нарисована. То есть это подпись к рисунку. Что там нарисовано, там идет, что там написано. Это двуязычная надпись. Ну да, первое слово нахское, но оно, наверное, было заимствовано осетинский. Но нахские языки очень тесно контактировали с осетинским языком, это естественно. Текстов, где у нас встречается после нахское слово, как составная часть. Например, там в одном тексте нам написано первая часть «лами», лестница. А вторая осиная, по-осетински тоже лестница. Лестница на одном языке. Повторяется дважды. Да. Ну, то есть это было двуязычие. Потом там нашлись уже другие надписи. Вот это вот красиво. А территория? Это Маяцкое городище. Вот здесь. Салтово-Маяцкое. Здесь написано там Маяцкое городище. Здесь написано про лошадей, что Пиндуни. Там Зорталан написано, что они... Как? Зорталан. Коренастые. Зертал. Зорталан. Ну, бывает Зертал, бывает Зортал. Через здесь Зорталан И это имя? Нет, написано здесь это Вондуни, плохие лошади, Зорталан и коренастые, что художник нарисовал. Плохие лошади коренастые. Но это как бы тягловые или тяжеловозы, как бы получается. Да? Нарисовал один человек, а другой потом подошел и подписал. Ну, не понравился ему рисунок. Ну, типичное такое хулиганство. Ну, значит, до такого доходило, что были грамотные люди, что... Да, чтобы язык грамоты был распространен среди осетин на этих территориях и вайнахов. Там даже надписи, и явно, что женщины даже владели. Потому что там есть надпись на сосуде, где написано «налха». Налха? Ну, это масло, да. Ага, очень интересно. То есть, а мужчина все-таки он не занимался кухней. Это женщина должна была читать. Это для ее нужд написано. Ну, это очень большой объемный труд. Там и по осетинским, и по нахским. Или только по нахским. Там все это обобщено, все эти надписи, да? Письменность, потому что одного типа одна письменность. И это удивительно. Это действительно первая точная письменность, которая для нахских народов получается. А вот датировка вот этого Маяцкого городища. Это датировки вот этих надписей, они начинаются с... Ну, там огромный пласт территории, там, то есть Поволжье включается, Кубань, Маяцкое городище, это верховье Дона, где у нас написано эти там лошади, там еще... Это значит от Волги
до Дона и Кубани, везде. Кубань, Донец, Северный Кавказ. И вот Северный Кавказ, истоки Кубани, там, Кубанинская. Даже там во всех этих местах есть нахские надписи? Или только в какой-то определенной? В Саркеле точно есть. В Саркеле есть, в Маяцком городище есть. В Маяцком, а в других местах не собирали, я думаю. Просто не собирали. А там ситуация какая-то. В свое время вот эти надписи хорошо, что вот археолог Байчоров собирал в Карачаево-Черкесии, но там вот было массовое движение, они искали эти все таблички с надписью. И много чего удалось в истоках Кубани собрать благодаря этому энтузиазму. Но такого энтузиазма вот на территории Осетии надо искать, смотреть. Вот пока я про это ничего не слышу. На территории, разумеется, Чечни и Ингушетии надо смотреть. Вот смотрите, вот в прошлом году, по-моему, в начале года мы были в высокогорном селении Хой. Были какие-то значки, вот группа значков. Так вот надо их фотографировать и давать. У меня есть фотографии, вот я в интернете их выставлял, мы можем посмотреть. Это там надо смотреть. Там ситуация какая? Часть значков там уже, не знаю, от Хобаярды, да, там по-грузински написано. Да. Но это уже это известно. другая письменность. Кроме того, в Закавказье была еще албанская письменность. Тоже другого типа. Там армянское письмо и вот это письмо на территории Кавказа, но точно было. А вот эта письменность, алфавит, на основе чего? Это хазарская письменность, заимствованная осетинами и нахами, войнахами, скажем. Что значит? Это единственная хазарская письменность. Это и есть хазарская письменность, но алфавит имеется. Он приспосабливался, эти знаки изменялись именно дополнительно как-то. А я не готов сказать, кто был главным. Судя по письменности, главным элементом были те, кто письменностью владели. Понятно. Так что это арамейский алфавит или какое происхождение этого алфавита имеется в виду? Пока не ясно, есть переклички. Переклички имеется в виду с какими? С арамейскими есть. С арамейскими есть, да? Есть. Ага. И еще один вопрос. Вот смотрите, у меня были статья, и я читал, была конференция в Осетии, и там было опубликовано армянскими учеными, которые присутствовали. Как известно, Армения приняла если не первая, одна из первых христианства, и их проповедники христианства проповедовали среди гуннов, сказано. Это как раз Григорий ходил, и там он погиб. Неудачный был способ, но считается, что все-таки то, куда он ходил, это была территория Южного Дагестана. Там Ватианские поля, где как раз это все произошло. Я говорю о чем? Они говорили там на протяжении многих лет, они там жили в Предкавказье, среди кочевников они проповедовали. В этой статье я имею в виду. И потом они вернулись в Армению. Я к чему это говорю? Дело в том, что в армянской географии 7 века говорится о том, что нахчиматы живут западные нахчиматяне, но с чеченского это переводится как чеченская страна. Можно перевести. Страна-то все-таки Москва. Не. Вот смотрите, есть горная топономика. Смотрите, слушай. Есть Памат, есть село Па, это село, Мат, место, территория, страна. Или село, или мастер, я не знаю. А еще у нас есть Пхагат. Пхагат, это как раз... Я сейчас дополню вам, поясню, в словарях некоторых слов нет. Есть Самет, Хамет, место. Вот это со славянским место совпадает. Метто. Я знаю, и далее я иду горным диалектом, там вместо мет, вместо стоит мот есть, мат есть. Вот смотрите, еще есть
уральском языке есть шаррамату, царь страны, заимствование из Ассирии. В этом уральском языке мат значит страна, земля. Понимаете? Да, но мату, она не только в этом. Это ассирийский. Она и шумеров, страна, земля. Да. Это ближневосточное, возможно, это один и тот место. Я понимаю, что мне хочется сюда, но в названии все-таки народов места вряд ли. Вот смотрите, сармат, езамат, ексамат. Везде это словообразовательный элемент. В современном чеченском языке мохк – это заимствование германизма, я считаю. Потому что в горных диалектах вместо хэ стоит эр. Морк, марка. Я знаю. Это германизм, я считаю. Нет, там любовь, когда я только... Это в литературном языке вместо хэ эр. Там и козбударк. С РК. У них любое дает РК. Это нормально свое развитие. И слово это свое, оно соответствует кавказскому марха, которое значит хутор, селение, всякое такое, мохк. Это общекавказский. Это общекавказский. А значит, это, возможно, в германском это заимствование, что ли, получается? Или случайное совпадение? Случайно. Пока лучше рассматривать как случайно. Понятно. А мохк это свое. Слово мохк мягко. Но можно же говорить о том, что если нахчиматы были одним из сарматских племен, это многонациональное, в первой части название... Там просто то, что называется Сарматией, это в те времена этим словом называлось Предкавказье и Северный Кавказ. То есть это слово нам ничего не значит. Он слово Сармат использует в старом географическом понятии. То есть то, что к северу от хребта, вот это там как бы живут сарматы. Но то, что в Нахчимате, оно там упоминается, Нахчи, собственно. Это относится к чеченцам, вы считаете? 100%. Вот это 100%. Вот смотрите, еще 100%. Я хочу дополнить. Вот одно вам. Там с матами вы там забыли, там еще есть хеджматак. Да. Хеджматак, который на юге в Дагестане, который тоже с мат второй части. И этот мат, он там еще кое-где встречается, и именно в названии общности или народов. Это вот там отдельная тема, там с этим смотреть. Но вот это первая часть, то, что в Нахчимате, она там вот это Нахч. Вы считаете, что вот в первой части это как бы этноним, название племени, а вот вторая часть это какой-то словообразовательный элемент? Это с каким значением вы считаете, что оно? Номина коллектива или то, что называется... А земля, страна не может? Да зачем? Суффикс общности просто. Я просто сейчас дополнил. Суффикс общности или породы даже. Потому что это, например, вот есть бахмат, там осетинский, это вот порода лошадей низкорусских. Бахмутка, откуда русская. Это бах у них лошадь, а мот, вот это бахмат, вот, значит, такой-то порода, такого-то рода. Потому что махчамат, это может быть нахского рода. Какого-то роду племени. Ну, значит, вот эти надписи армянские, с одной стороны, маяцкие, вот донские надписи, с одной стороны, то, что там исторически жили чеченцы, имеется в виду нахи, имеется в виду чеченцы жили действительно исторически там, писали эти письменность, они оставили, и значит, вот эти армянские... Писали те и другие. Ну, доминирующий, конечно, осетинский, но это было совместное проживание. То есть верхушка власти, вся, которая была, а также воинское сословие. То есть армия и верхушка правящая. Это вот и осетины современные, и современные чеченцы, они вместе как бы образовывали самую главную верхушку там, да? Верхушку. Я к чему хочу вот это подвести. Это армянское вот это упоминание этого этнонима, этнотопонима, скажем, Нахчиматы, этнонима не случайно. Не случайно. Оно основано, научно основано. Нормально, там же как раз рядом от них находится Аштикор. Да. Значит, они же... В списке там все есть. Значит, они в Восточной Европе действительно на Дону жили. Нахчиматы имеется в общем, с предками осетин, в войнах и там жили. И были выше... По крайней мере, в тех городах. Там же было не сплошное поселение. Видимо, какие-то разбросаны. Опорные пункты. Ну, типа крепостей и все такое. Так вот, в крепостях получается, армейскими ребятами и правящими вот были вот эти.
Вот смотрите, есть тот сармат, вот это как этноним, смотрите. Вот, сармат-то есть, я хочу... анакская сармат. Не, ну это другое, здесь это, возможно, какое-то значение имеет. Я хочу вот свое сказать. Поганый, плохой. Да. Ну, это цер огнеязычный, но вот так можно тоже. А зачем он огнеязычный? Он заимствован в грузинском, значит, просто язычник. В грузинском тоже есть. В древнегрузинском язычники называются цармат. Ага, а может это грузинизм идет? В грузинском это слово не имеет никакого смысла. А, в нахских имеет, значит, И в да? нахских не имеет. В нахских оно значит просто нехороших людей. Как и в грузинском. Нет, ну как и в грузинском, но там специфическое. Но это слово Грузию Цезарь называет цара. Ага. Пошел в Грузию, это цара. Там у них есть. А есть аварандийская основа цара, которая значит долина. И вообще это может быть просто житель долины, который внизу живет. Ну, просто житель внизу. Да, Кавказская, по-видимому. Так что сармат, судя по всему, это как... В греческом-то «ц» не было, они же не могли передавать. Ше было в греческом языке. Вот к чему я хочу подвести его. Ше было? Не было. И ше не было. В латинском тоже не было ше, да? Вот смотрите, вот есть фамилия Шеремет. Говорят, это идет от названия сарматов, шармат. Смотри, через какой язык. Мы сейчас говорим, вот, смотрите, вот в адыгейском есть этноним, сохранившийся вот их преданиях, скажем, во фольклоре, это за шарамат. Шармат. Через, да. Но главное, мы говорим не о том, что он выдумал, а о том, что он зафиксировал, что у них есть этот этноним, как этноним он используется. К чему я это говорю? Смотрите, есть шармат, есть шейрмат. По-чеченски шейрмет, вы знаете, наверное, равнинная страна, равнинное место. Переводится. Понятно, шейрмет. Шейра, ровный, гладкий, равнинный. Я понял этимологию, но лучше здесь цармат как раз, потому что есть отдельный неразложимый цармат нахский, есть цармат в грузинском, который значит нехорошего человека, язычника. Есть название долины страны у цезов, а у них какой? У них там как раз вот этот Пударский перевал из Бешты там туда в Грузию, в Северную Кахетию. Есть название долины Авара-Андийская, и это просто вот этот вот человек, который ниже живет, не в горах, они же там, аварцы, как все называют, они все называют Мааруль. Горцы. Горцы, да. Просто. Или там таулы, которые тоже горцы. Вот были горцы, а это вот низинные, да, а это действительно в низинах были. Да. Вот действительно плохие, да, действительно приходили там. Вот к этому я дополнить. Плохой, это я дополнить хочу. Смотрите, у нас есть ламру, горцы, конечно, а им противопоставляется, например, скажем, могли противопоставить древности. Об этом Джавахашвили, именно который университет назван, исследовали еще в 70-х годах, по-моему, пишет, что в названии сармат, так как не было звука ше, передавали через с, он говорит шар-мат. Это шар имеет этноним. И чеченцев есть тейп шаро, шар. Это он говорит, вот от этнонима сарматов идет, говорит он. Ше, вот эта идея, что там ше, она недоказуема, а более сильный аргумент. У нас неразложимая основа, которая есть в айнакских языках для этого поганого человека. Ну, там «ц», там стоит. Правильно. Так вот, этимология «ц» является правильной. И у нас есть эта фиксация этого же самого слова с другим значением в грузинском языке. Причем в переводах Евангелия. То есть в самых первых текстах, которые точно написаны в середине первого тысячелетия. То есть получается, что у нас довольно ранняя фиксация именно с «ц». И это очень трудно отделять от сармата. Вот это вот сложение, которое с ше, которое там с шерой, там всяким таким,
у нас нету в реальности, а это в реальности есть слова. Поэтому лучше это, тем более там значение. Но это несколько сот лет, 100, около 200 лет это просто вот зафиксировано. Но никаких доказательств, что там было «ц» или «ц» в написании ни в греческих, ни в латинских тоже не зафиксировано. Вот смотрите, есть еще древнее же название, написание «сауроматы». Я был лучше вообще отдельно. К сарматам, к этнониму сарматам никакое отношение не имеет, вы думаете, да? А вот в чеченском языке шарво – это первичная вот лабилизация гласной внутри. Вот нахчо, а в современном литературном языке нохчо – это под воздействием конечного гласного изменилось с первичной – это конечное устное. В глаголе элементарном. Глагол изменял в настоящем времени, а меняется на «о». Но мы сейчас говорим о имени существительном. Мы сейчас говорим не о глаголе, а о этнониме чеченца самоназвания современное. И это процесс же происходил в древности, какое-то начало имел. По диалектам различается. У одних нохчо, у других нахчо. Да. Все это и вообще... У Бирже это он дает различные произношения. На-ухчу, он там не мог передать. Он дает различные произношения этого этнонима. Очень фонетически записывал, судя по его очень... Что-то слышал лишнее, чего нет в языках. Там дифтонги были. Современные записи. А дифтонга автоматически у нас «о» закрыто, как «о» произносится в чеченском. Ну и что? Это автоматика в русском языке тоже «о», как «о» произносится. И эта вещь не является значимой. Или там Имнаишвили, когда писал свои фонетики. Значит, это можно это перевести. Везде они говорят, вот осетины говорят сауроматы, сауро. Это чернорукие. Нет, это что, более правильная этимология, по-вашему? Я не знаю. Как вы считаете? Нет, вот эту этимологию тоже делать не надо. Единственное, про что можно четко сказать, по-видимому, это связано вот с этим. Тоже с этнонимом и с названием территории, которая называется Север, которая Северская земля. Саура, да? И там «с» было начало. Вот к этому я хотел задать вопрос один вам. Вот сейчас, несколько дней назад я был в соседнем кабинете, и там с иранистами поговорил. И насчет этого родства осетинского языка с иранскими. Есть эта северо-восточная группа, куда отнесен это осетинский язык, туда отнесен древний харизмийский, сагдийский язык и современный ягнобский, который на территории Таджикистана распространен. Вот смотрите, я им показал в документе то, что в Средневековье, в начале в Средневековье, это 5-6 века, на Центральном Кавказе была построена Дарьяланская крепость, это вторая по значимости после Дербента, и в Грузию переселялись военные колонисты. Был построен город Согдебель, Баладзари пишет об этом, и туда были поселены персы и сагдийцы. В Грузию переселялись массово сагдийцы и строились целые города с названием сагдийцев. Согдебель. Согд – это название города. Согд по-ирански значит священный чисто. Нет, народ, это как этноним используют. Сагдийцы, персы и сагдийцы написано. Это они все священными чистыми называют, как сейчас пакистанцы себя называют Пакистан, который Паки значит чистый. Больше это ничего. Это не надо. Осетины, они типичные кавказоиды, и они на Кавказе. Мы не про генетику говорим сейчас, мы говорим про язык. Откуда они его получили? То, что называется восточноиранскими, это западноиранская группа есть точно, и они ближе между собой, чем с остальными. А восточноиранскую просто записали весь остаток. А статус у них... северо-восточный там есть специальный термин. Статус у них разный. Осетинский язык – это отдельная веточка. И вообще, и какой-нибудь там, не знаю, Парачи и Армори – это тоже довольно глубокие отдельные веточки. И отдельная веточка сагдийский с ягнобскими современными, и отдельная веточка хатанасакский. Некоторые из них там соединяются в аханский какой-нибудь. Сарыкольский там или что-нибудь еще. А некоторые отдельные. Так что то, что они
пришли с Востока и распространялись, и там жили сначала в Средней Азии, потом туда, я думаю... Через Северный Кавказ, думаете, они пришли? Я думаю, Северный... что это из разряда каких-то странных немножко, неожиданных представлений. Я думаю, что у них скорее была не очень такая сильная миграция, если учесть, что в осетинском языке, кроме навских заимствований, И грузинских. грузинских очень мало. Там И южно-дагестанских. Вот, в связи с этим, к чему я это говорю, вот мне интересно. Вот есть в прославянском языке есть заимствование из иранских языков. Это собака, топор, бог, хата. Вот Трубачев пишет в своих работах. Вот я хочу спросить вас. Хата нет в прославянском. Хата есть в русском, украинском. В русском это зона контакта. Но это иранские заимствования считаются. Не иранское даже? Да хата зачем иранская? Ну, давайте оставим это. Но другие слова иранские есть. Хоть одно из них имеет осетинскую форму. Есть хоть одно осетинское слово в прославянский язык заимствованное вообще? Вам это известно? Хоть одно слово? Они же тысячелетиями, если говорить о том, что они потомки скифов, сарматов. Еще в начале 60-х годов у него список надежных иронизмов, так называемых, в этом. Я работу читал где-то, но не эту работу. Там порядка 60 камней дано. Да, 60 камней. Да, есть. Прославянский. Они осетинской формы или какой язык? Потому что Трубачев пишет неопределенный язык. Трубачев, он индоарийский придумал, что неправда. Но я могу сказать, да, там есть как раз вот в ареале восточных славян, включая Польшу, которая в связке все время идет с Русью. Есть иранские заимствования. Осетинские. Осетинские есть. И какой-нибудь Холева, глинище. Как? Холева. Она даже в польском языке. Это халав, которые вот эти штаны там и всякое такое. Старый кавказизм уже переделан на осетинском через осетин. Попавший. Но опять же, связующее звено Кавказ получается. Нет, опять кавказин. Нет, здесь мы можем определить источник заимствования. Но это кавказское слово посредством осетин оно попало. Значит, осетины сперва на Кавказ должны были попасть. Правильно. Из Кавказа попасть в Европу. Я именно про это и говорю. Да. Я именно про это и говорю, что часть иранских, так называемых, заимствований славянских, как будет яйцо по-осетински, аек, яйка, просто слово как бы одного родственного, но оно вдруг одинаково выглядит, одинаково имеет одинаковое оформление морфологическое, как яйка славянская и это осетинское. Так что это не случайно, контакты были. И контакты старые были, и жили через полосицы. Ну, это в какой период примерно он считает? Вот этот, если вы говорите про осетинизм, я думаю, какой период? 2000 лет. 2000 всего лишь лет, Я да? думаю, они тогда с гор спустились и начали осваивать коневодство осетина. 2000 лет. Ну, скифы-то жили 2700-800 лет назад. Они же не осетины. Не осетины скифы? Кто они? Как вы считаете? Потому что самые древние скифские курганы это в Дагестане и в Чечне находятся. Отсюда шло распространение этой культуры. Надо разбираться. Скиф тоже это тоже собирательное название. Это большая свалка, да. И надо смотреть правильно. Замечательная этимология, правильную этимологию нашел Сережа Куланда для скифского главного этого меча короткого, который мы знаем, как выглядит, который акинак, который кинжал кавказский. И как он называется? На кинаке есть, это базбийская ахки, которая железо. Базбийская? Анак, базбийский нож, это железный нож просто. Это с базбийского языка, а кинак это, как вы сказали, железный нож, да? Да. Ахки. У них не эшк железо, не эчик, ахки. А анак это нож. Железный нож. Просто железный нож. А это считается скифским. Значит, среди скифов могли быть нахи, да? Среди тех, кого греки называли скифами, там было, я думаю, куча народу.
Это многонациональный конгломерат. И что там, 30 языков. Да, да. И там в том числе и нахи были. А вот говорят, что скифов называют саками. Ой, это сак имеет отношение? Это историки говорят. Геродот пишет об этом. Нет, Геродот говорит, что... Сака Парадрая. Скифов называют Сака Парадрая. Саки заморские. Это причерноморских скифов так они называют. Я могу привести вот прямо в книге. Я знаю, в ахименидской традиции северные кочевники назывались саками. А скифы называли Саки Парадрая. А со скифами напрямую в первый этап своего существования не сталкивались. А когда столкнулись, обнаружили аналогии и перенесли название тех кочевников на тех. А вот на самоназвание скифов сак, вот чеченское название человек, олень, сак не имеет? Зачем? А много у нас оленей. В любом скифском захоронении. Я говорю, народа у нас много ли вы знаете название народов, которые от слова олень? Не олень мы говорим. Не олень мы говорим. Мы сейчас говорим не про олень, а в чеченском языке сек это значит не только олень, но и человек. Мужчина, человек значит. Сек это стег, во-первых. Стег. Это литературный язык. А вот это в ингушском языке и западном диалекте скандинавского языка. В ингушском языке с и с не различаются. Они в с перешли. Хотя в середине слова, как у них там будет, не знаю, бык, да? Уста, а множественное число шерч, да? В начале слова только «с», у них «т» выпадает. Да, а в серединке там «эсти» остается жёлный. «Эсти», которая «стея», которая чеченская. Так что литературно-чеченский, когда длинный, он «ст» правильно сохраняет. И это старое соответствие общекавказское важно, которое теряют те, которые не различают. А у нас есть еще диалект, где «ст-т» дает чистый. Не стак, а так будет. Современное самоназвание чеченцев Нахчо, вот Берже и другие вот историки говорят, что это значение имеет народ. Нахчо. Нахчо, нах, там корень. Че это суффикс, смотрите. Какой? Вспомните, что он значит. Ну, человек, люди. Нет, не просто человек, люди. Или группа человек, людей. занимающийся тем, что сказано в корне. Да. Это голода, вот какой-нибудь, не знаю, пондар, да? Вот. Пондарча, это будет человек, который играет на пондаре, да? Но это суффикс профессии вы говорите. Правильно. Но в русском языке Дреговичи и так далее. Да, это не надо, это другого, он из другого берется. Это суффикс профессии. И поэтому там, не знаю, какой-нибудь как он, кувч, земледелец или как, забыл я. Но этимология дается Нахчо, они пишут Нахчо значит народ, принадлежащий один из народа. От народа у нас не бывает такого типа образований. Но чтобы образовать единственное число от множественного, если у вас ч, значит суффикс. Оно ничего не значит в современном чеченском языке. В древности оно могло что-то значить. В современном чеченском языке, где встречается только как суффикс деятеля. Так и надо от этого плясать. И это нормально получается. У нас есть замечательный корень нахар, который... Нахарч – это плугар. Правильно, так нахарч. Там косвенное обсложение не обязательно. И вот это нахч как раз, это как раз это скиф и пахарь уж скорее. Даже вот так. Даже вот так скорее лучше вот так. И поэтому он есть нохчи и есть нахчи. А потому что нох нахарам. Но основных диалектов-то... Правильно, в диалектах. Нахчо через «а». Правильно, потому что нахаран у нас от плуга именно с «а» в косвенной основе. А почему вот авторы говорят, что нахчо переводится как народ? Они потому что... Нахчемох это как место народа переводят. Это Ичкерия так называют. Как нахчи называют себя только чеченцы, а ингуши нахчи называют чеченцев. Лаудаев пишет о том, что когда ингуши встречаются с чеченцами, они говорят мы одни братья, мы один народ, это переводится. Это зафиксированное историческое свидетельство. Разумеется, потому что это потом они стали отдельным народом. Да я же не про это говорю. Я говорю про то, что вот этот этноним
Ну, он потом стал этнонимом. А сначала это был, ну, по-видимому, эпитет этнонима. Это тоже У возможно. Геродота как? У него скифы, земледельцы. Скифы, пахари. Ну, вот, пахари, вот они и есть. Это буквально калька. И сохраняется нахчи. Кто у нас кемерийцев победил? Когда кемерийцы, не кемерийцы, нарты, когда кончается, последний, когда они в Кургане, в Герменчеге погибают. Кто их осадил? Их нахчи. Да, не войнахи, ничего такое, а вот именно нахчи пришли, и вот, им там эту воду там отрезали, не дали им. Я недавно там был как раз. Вот, и водопровод там до сих пор есть. Вот. Нет, Строят новый. Строят новый, его опять перережут. Но это рядом только. Я к тому, что это надо как-то так. А так нах, конечно, есть у нас нах сам по себе, который люди, значит. Где? Нах. Есть слово. Ну, люди. Народ. Это знает. Вот, это было единственное стега, может, нах. Да. И все такое. И это другое. А нельзя, вот смотрите, вот первоначально сак было самоназвание. Это потом появилась суплетивная форма нах, и потом с помощью суффикса стали образовывать единственное число от наха, принадлежащий к народу и относящийся к этой народной группе. Это в русском языке человек люди. Да. Людин, человек, один из них. Тут при помощи суффикса образовано. Это я все это изучал. Очень хорошо я знаю. Я это хорошо изучал. Людин – это человек, значит. Там ситуация плохая тем, что получаются в этом суффиксе у нас тавтология. Да нет, или это, повторение одного и того же значения. Тавтология, это уж на это плюнем, но перегласовок не должно было быть через два согласных. Есть же исключения постоянно из правил. Ой, это не так использовалось. А у нас в одних диалектах то А, то О. И это показывает, что между Х и Ч был гласный. И гласные там, в общем, там, что там было нормальная ситуация с чередованием. У нас чередование возможно, когда у нас в лучшем случае сочетание с сонантом первым. То есть Т какой-нибудь Т допускает чередование, а вот когда уже два согласных, то скорее это плохо. А можно вот еще допускали. Один вопрос я хотел уточнить, вот вас спросить. Ну, вы же лично были знакомы со старостью, с ним работали, и знаете его труды, наверное. Вот в хурицком есть слово «таг». Там и мужчина, вот самец, что ли, вот это перевод. Оно связано с названием «таг». Нет, там есть какой-то «таху». «Таг» там написано. Так, но он связан с другим, там он есть. Ой. И вот этот мужчина, самец, вот это я исходил из этого, то, что это «сак», «таг», «стаг», вот это арабские слова непосредственно связаны вот, с хурицким обозначением самец какого животного, вот так. Вот современные, знаете еще, баж – это козел, божари – ну, бож мужчина, у него своя технология, и у козла своя. Нахская история, ты баж. Ты баж. Еще встречаются в диалектах. И там да, Бог есть. Да. Так что он сейчас вот Тарху. Тарх. С выпадением «р» вы считаете, да? А там он Тарху тоже фиксируется. Вы считаете к этому? Я думаю, что это там мужчина, значит. А здесь возмужалый мужчина. Разве не так? Да, конечно. Я об этом тоже думал, потому что «р» выпадает в многих словах в середине. Так что лучше это. А это «ф», это «шхо», который сейчас оно перед «уф» дает. А это что? Это ингушские слова. А, это ингушские слова. Да, я что-то смотрю, что-то «ф» откуда взялось. Правильно, да. Фу. Вот. Живет до сих пор.
Хорошо. Уже позже были обнаружены документы на пергаменте. Радио, это ты у него интервью брал, да? Мудрака у Олега, у профессора. Нет. А кто? Он, кстати, он очень классный профессор. Вот так, видите, русский человек и так знает о Чечне, о языке чеченском. Ничего себе. Ну, это профессор, конечно. Он филолог, он выдающаяся личность. Это тебе не Ибрагим и не какой Ронин какие-то полуграмотные, да, которые здесь сидят. Это большие профессионалы. И нет, Иф Италиан такой тоже есть. Ронин здесь не сидит. Ну, в ТикТоке сидят. Я не про тебя, не про твой эфир. А чего у тебя с Ронином конфликт? Я его называю Ронькин. Не Ронин. Ну ладно. А ты кого ты поставил? Эпштейна? Так что ты с ума сойти? Ты даешь вообще уже. Совести у тебя нет. Марш. Марш. Ты про Ронина, который топит за шариат и исламскую. Да. Конечно. Который такой нашим и вашим. Такая политическая проститутка. Слушай, ну вот это Олег мудрак, но я даже про него не знал. Сейчас почитал. Человек достойный. Но, что, может, слышал, такой есть Гасан Гусейнов, тоже филолог. Тоже интересный дядька. Ролин любитель педофилии, инцест. Может быть, я не знаю. Ну, да Ибрагим, у него сейчас новый аккаунт Патриот, он там сидит. Ты клоунаду какую-то устраивает, это несерьезно просто. Я люблю радио Маршал, я его даже подпишусь, потому что я очень люблю твои эфиры, и все так, знаешь, нормально, интеллигентно. Я отстаиваю точку зрения политически, исторически, юридически, что ОКЧН разогнал законный Верховный Совет в 91-м. Это был государственный переворот. И законная власть – это Заггаев. Ну, что я считаю. А в 93-м в Москве там что было? А в 93-м в Москве это единственное, чем ты можешь апеллировать или нет? Не, там ты привел пример. Я могу тебе сказать, что Дудаев написал письмо. Из танков нас не расстреливали. Там, да как не расстреливали? А Гантемирова, городской совет Грозного, не из танков расстреливали? Гантемиров украл 200 тонн нефтепродуктов. Да ничего он не украл, не обманывай. 200 тысяч. А Басаев самолетами там возил компьютеры. Лучше это расскажи. Да. Ты вот расскажи. Ну, кстати говоря, Дудаев же написал письмо Ельцину. Я вас ну, ты можешь кричать сколько угодно. Ты поставил какую-то залупу на экран себе, аватарку. Ну, что ты хочешь этим сказать? Залупа у тебя тут на экране стоит. А у тебя пизда, потому что ты пиздолиз. Да, у меня пальца, 2 пальца там тебе поставлены. Спасибо. Залупенский пришел тут. Расстреляли там парламент. Парламент не расстреливали.
Народ пришел и разогнал их там. Один там убегал, там в окно выпрыгнул и разбился. Вот у вас там в 93-м году парламент из танков расстреляли. Городской совет. Кантемиров украл 200 тысяч тонн нефтепродуктов и деньги в карман себе положил. Оставьте в покое сегодня наших министров. Мы же видите, что происходит в стране. Вспомните, Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать, если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. И в это время мы с вами занимаемся совсем другими делами. Давайте этим займемся лучше. Как это произошло, что вам докладывают, что в 11 утра в понедельник взорван дом? И что, администрация Ростовской области не знала об этом, что вам об этом доложили? Все спят, через 3 дня открывают, тогда начинают принимать меры. Вчера вы очень хорошо говорили о смене руководства Транснефти. А в это время сейчас рабочие в Красноярске отбиваются от такого же ОМОНа, когда Лебедь пытается захватить предприятие, уже давно приватизированное. Давайте быть без двойных стандартов. Если вас интересует Транснефть, то их рабочих. Владимир Вольфович, нас все должно интересовать с вами. Там, где царит беззаконие, мы должны вмешиваться. Давайте этот вопрос снимем. Да, хорошо, я понял позицию вашей фракции. Сергей Николаевич, пожалуйста, реагировать на ситуацию. Вот в Волгодонске произошло, где 6 депутатов фракции КПРФ. Они должны выехать туда и помогать, раз там спят местные органы и ждут, когда мы в Москве уже знали за 3 дня в среде. Они только проснулись, когда прогремело. Поэтому вот не годится такой стиль работы, Геннадий Николаевич. Не годится. Это чудовищно, депутат Зеленов. Вы постарайтесь, чтобы вы проиграли в своем округе. Вот этот горе-полковник бутафорный, фамилия которому Жириновский. Вот это враг номер 1 российской армии. Вот таких полковников к стенке надо было ставить. Или когда наши дети будут там служить, мой служит 2-й год, срочную службу готовится к Дагестану, защищать такого подонка. Все, Александр Николаевич, достаточно. Владимир Вольфович. Владимир Вольфович, успокойтесь. Александр Николаевич. Светлана Петровна, пожалуйста, горячего. Уважаемые депутаты, я прошу вас проголосовать за лишение Владимира Вольфовича Жириновского голоса на месяц. Ну, хватит нам эти истерики выслушивать. Пожалуйста, поставьте на голосование. Кто за то, чтобы лишить Владимира Вольфовича Жириновского слова на месяц, прошу проголосовать. Тише, тише. С карточек. Покажите результат. Решение принято. Владимир Вольфович, вы лишены слова. Гелион, как депутата лишили голоса тут в парламенте. Дальше в понедельник объявили, говорят, что там в Волгодонске взорвали дом, говорят, а его взорвали, говорят, в четверг, оказывается, через 4 дня, там, на 4-й день. А им доложили, что в понедельник взорвали, что по ошибке написали, перепутали число. Как вы думаете, цель оправдывает цель? Да. Цель оправдывает? Цель чья? Вот их цель оправдывает цель. Цель террорист? Да. Ну, возможно, потому что человек в здравом рассудке, мне кажется, никогда не может решиться на подобный поступок. Взорвать труп живыми людьми, ни в чем не повинными.
Очень. Ну, очень. Абсолютно. У меня в голове не укладывается. Невероятно. Невероятно. Это нечеловеческая жестокость. Просто мы должны понять, что мы должны противоставить. Этому можно противопоставить только силу. Без этого нам государство не сохранит, и людей не сохранит. Сейчас его нет. Жестокостью усмирить Кавказ, а примером такой жестокости должен был стать Дади Юрт. В ауле находилось порядка 400 вооруженных мужчин и всего, соответственно, 1500 жителей. Русские подошли к аулу, и Сысоев, генерал отважный, герой войны 1812 года, как и Ермолов, участник многочисленных походов еще там со времен очаковских и покорения Крыма, точно так же на Кавказе новичок, который Кавказ не знал и действовал в соответствии с приказами Ермолова, Василий Сысоев, генерал-майор, тогда предъявил жителям ультиматум. А что он потребовал? А не более или менее, как покинуть свои дома и выселиться за Сунжу. Представляете? Пришли римляне к стенам Карфагена и потребовали, чтобы карфагеняне бросили свой город и переселились за 50 километров от моря. И именно это требование стало непосредственным поводом к восстанию в Карфагене и отчаянному сопротивлению карфагенян, которые 3 года потом мучили римскую армию и сопротивлялись, не имея ни оружия, ничего. Но, в общем, пришлось целую войну вести Риму, чтобы Карфаген уничтожить. Здесь было то же самое. Такой маленький горский Карфаген. Жители, узнав о том, что их собираются куда-то выселить, с какой стати? Это их земля, это их родина, это могилы их предков, это дома, построенные их прадедами. Естественно, они отказались и встали насмерть. Сам штурм выглядит, когда историки начали разбираться с тем, а что же там на самом деле происходило, он выглядел таким образом. Сражение шло с невероятным ожесточением. Бои шли за каждую саклю, поскольку многие из них были вполне себе укрепленными замками. Люди до последнего сопротивлялись, стреляли, кидали камни, бросались с шашками и саблями. Женщины, видя, что гибель неизбежна, как и Ермолов отмечал, закрыв глаза одной рукой и другой, взяв кинжал, бросались в толпу солдат с целью хоть чем-то поранить неприятеля, а главное погибнуть, не попасть живыми в руки неприятеля. Чеченцы, погибли практически все. Всего 14 из раненых и ослабевших героев были взяты русскими в плен. Женщин было взято гораздо больше, порядка 140 человек. Но когда их погнали в плен, то при переправу через Терек, по-моему, я тут прошу прощения, могу немножко напутаться, нет перед глазами текста реляции, 46 чеченских девушек бросилась в реку и утопилась, не живая, не желая доставаться в руки солдатне. 46 чеченских девушек покончили самоубийством, лишь бы не доставаться врагу. Согласитесь, пример сравнимый только с сопротивлением карфагенян римскому штурму, когда также точно женщины бросали в огонь своих детей, а затем бросались сами, лишь бы не доставаться римлянам и не попасть в плен. И это везде описывается как пример высочайшего мужества и доблести. Но почему-то относительно чеченцев в российской историографии современной об этом предпочитают скромно умалчивать и никаких эпитетов не давать, а то и вообще называть их всех разбойниками и бандитами. Чеченцы защищали свою землю, землю своих предков. Они погибли. Дади Юрт был вырезан до последнего и разрушен, и более никогда не восстанавливался. Сейчас его нет. На его месте Рамзан Кадыров открыл памятник этим самым чеченским девушкам, из-за чего была жуткая перепалка тогда. Возмущение было в России в 2013 что ли, год. Вот, кстати, этот памятник. Но Гейдар Джемаль, покойный ныне, очень умный человек, хотя и совершенно не любивший Россию. А за что ему было ее любить, спрашивается. Вот после таких примеров. Он настолько эффективно на одном из радиовыступлений отвечал на нападки русских патриотов и шовинистов,
она где-то распечатка-то есть в сети, что вы поищите ее, убедитесь, что правда-то у него есть, еще какая правда в его словах. И он говорил о том, что, ребят, вы что? Вы почему возмущаетесь против памятника чеченским девушкам? За что, типа, ставить памятником тем, кто с оружием в руках бросался на русских солдат? Извините, а белорусские партизаны, которые бросались на немецких солдат во время Великой Отечественной, немецкие солдаты тоже выполняли приказ своего фюрера. Но вместо того, чтобы бросаться на фюрера, белорусы убивали вот этих ганцев и этих самых фрицев. Это же то же самое. Чеченцы сражались за свободу. Типа они бунтовщики-мятежники. Какие мятежники? Это горные независимые племена, которые не подчинились даже Тимуру. Тимур не смог завоевать Чечню. И они не хотели подчиняться Российской империи. У них для этого не было никакого смысла и побудительного мотива. Они защищали свой образ жизни, свои могилы предков. Поэтому я вообще не понимаю вот этих всех обвинений, ну и Гейдар Джамаль тоже не понимал. Полное уничтожение отчаянно сопротивлявшегося аула. Ермолов сделал это сознательно, и это уничтожение было решено еще до похода. Это не результат мести, как в ситуации с Прагой. Это обдуманная холодная жестокость. Генерал Ермолов начал проводить на Кавказе политику выжженной земли и тотального истребления чеченцев, дагестанцев, кабардинцев, черкасов, всех народов, которые сопротивлялись Российской империи, для того, чтобы страхом и ужасом утвердить власть России на Кавказе. Взятие до де-юрта, оно не привело ни к усмирению Чечни, ни к параличу горских народов ужасом, ни к прекращению сопротивления. Все расчеты Ермолова построены на европейском взгляде на войну. Ну да, в Европе это работало. Прага устрашила поляков, они сдали Варшаву. Потому что зверства эти были, конечно, страшные. Никто не хотел погибать от озверевшей солдатни. А силы сопротивления после побед Суворова иссякли. Но если вы вспомните, зверства французов в Испании, совершенно аналогичные зверствам Ермолова, не привели Наполеона к усмирению испанского народа, а лишь вызвали массовое ожесточение испанцев. Да и сами русские, когда защищали свою страну от французского нашествия, поступали именно так же, сжигали свои города, не доставайся злодею, что называется. Поэтому изначально расчет был ошибочным.